Как я неоднократно говорил, Башкортостан это на сегодняшний день, я бы сказал, ключевая проблема вообще для всего татарского сообщества в преддверии переписи населения. Почему? Это связано не только с тем, что в Башкортостане проживает вторая по численности группа татарской этнонации после Татарстана, да, то есть больше миллиона человек официально, а в реальности, я думаю, около 1 300 000 и так далее, да, но и в том, что все те вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед татарской нацией в преддверии переписи, они все так или иначе связаны с политической и вообще этнополитической ситуацией внутри Башкортостана. То есть те, кто специализируется, те, кто изучает вот эти все проблемы в преддверии переписи, они знают, что у татар есть несколько проблем. Это первое, естественно, проблема с татарами Башкортостана, которых пытаются переписать башкир. Второе, это проблема с сибирскими татарами, которых пытаются отделить в отдельный народ, в отдельную этнонацию. Третья проблема – это проблема с астраханскими татарами, которых пытаются переписать нагайцев. Еще там есть более мелкие проблемы, ну там с мишарским идентичностью, с кряшинским, но в случае с астраханскими татарами, с сибирскими татарами, с татарами Башкортостана, там так или иначе они связаны именно с тем, что вот эта группа так называемых башкирских этномиссионеров, я бы сказал на самом деле пропагандистов, они ведут работу не только сейчас в Башкортостане, но и они координируют эту работу с сибирскими татарами и с нагайцами в Астраханской области. Эта связь, она не скрывается, она напрямую, то есть эти люди, во-первых, между собой консультируются, во-вторых, они поддерживают друг друга в идеологическом плане. В-третьих, мы видим то, что вот эта группа башкирских этномиссионеров, она, пользуясь финансовой поддержкой администрации Ради Хабирова, она именно ведет такую конкретную планомерную работу по тому, чтобы по результатам переписи 2021 года татарская нация очень сильно потеряла своей численности именно за счет вот этой сепарации отдельных групп. Для татар, если вот это все будет продолжаться, если мы не сможем дать конкретного ответа на эти вызовы, это, боюсь, 2021 год, перепись 2021 года, она будет катастрофичной по своим результатам. На сегодняшний день, к сожалению, татары, мы еще не смогли выстроить свою конкретную защитную позицию по этим проблемам. То есть здесь сказалась и наша неподготовленность, и то, что вот коронавирус, то есть, к сожалению, татары попали в вот эту передрягу, скажем так, в 2021 года, и мы не смогли организовать конкретную контрпропагандистскую работу, не смогли поехать в регионы, не смогли